Добрый вечер, это Якутия-24. В прямом эфире программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня в выпуске. Развитие промышленности. На месторождении Нежданинское в Тампонском районе запущена в работу новая обогатительная фабрика. Что получит Якутия и в каких условиях будет обеспечен труд вахтовых работников? Всемирный день борьбы с пневмонией. Как эту болезнь можно предупредить с помощью довольно простых мер? Заплати налоги и спи спокойно. 1 декабря последний срок уплаты налогов физлиц за транспорт, имущество и землю за 2020 год. Беспрецедентные случаи в истории якутского балета. Молодым артистам торжественно присвоили звание отличников культуры республики. Кто эти юные звезды? Репортаж с закулисья. 46 лет Нерингре, с чем на сегодняшний день встречает день рождения столица Южной Якутии. И в гостях у самовара в Якутске организовали первый конкурс среди коллекционеров. Сколько участников и кто победил? На золото-серебряном месторождении Нежданинское в Тампонском районе запустили в работу новую обогатительную фабрику. В дистанционном открытии столь важного для экономики Якутии объекта принял участие глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что ввод новой фабрики даст стимул развитию промышленности всего региона. Что еще получит Якутия и в каких условиях будет обеспечен труд вахтовиков в Нежданинке, в материале нашего корреспондента Ульяны Шагиной. Золотодобывающая горно-обогатительная фабрика построена в рекордные сроки. Современный и мощный объект возвели в 3 с небольшим года. Новое производство уже позволило создать около 800 рабочих мест, и эта работа будет продолжена, что немаловажно, в первую очередь для молодых специалистов. Сегодня уже 28% работающих на предприятии – это местные жители. Уверен, что эта цифра будет только расти. И, конечно, мы с руководством Полиметалла по этому вопросу уже продуктивно и эффективно работаем. В пробирно-аналитической лаборатории участка Нежданинский обеспечивают оперативный и качественный анализ проб на содержание золота. Химическая лаборатория – обязательный спутник добывающих предприятий. Без нее не смогут пройти ни разведка, ни эксплуатация месторождений. Работают здесь и молодые специалисты. Ребята не боятся сюда идти. Для них созданы и современные условия, и комфорт для вахтовой жизни. Мои друзья, они боятся работать в промышленности, потому что это, во-первых, для них, они думают, что это сложно, это трудно, они оторваны от внешнего мира, когда как на самом деле здесь у нас все оснащено, то есть новое оборудование, у нас есть интернет, поэтому мы связаны с внешним миром, то есть мы общаемся со своими родственниками. Процесс управления фабрикой всеми ее механизмами находится в этой операторской. Автоматизация работы – это в первую очередь исключение в каких-либо моментах человеческой ошибки, а также ускорение работы фабрики. Мастера-технологи, которые следят за процессом, находящиеся в операторской, управляют всеми процессами на обогатительной фабрике, включая передачу информации между подразделениями, управление насосным оборудованием, флотационным оборудованием, включая все оборудование, находящееся на фабрике. Фабрика только начинает набирать свои обороты. Сегодня производительность нового объекта более 5 тонн золота в год. До конца 2022 года планируется выйти на полную проектную мощность. И, конечно, большое значение во время всего этого процесса будут иметь экологическая безопасность, которая волнует жителей района. Понятно, что горно-обогатительное производство, оно несет в себе ущерб окружающей среде, но при правильных инженерных решениях этот ущерб может быть минимизирован. Конкретно по Нежданинскому мы заложили в проект сухое складирование хвостов, полностью покрытое гидроизолирующей пленкой хвостохранилище. Таким образом, основной риск, я считаю, мы полностью закрыли. К моменту запуска объекта Полиметалл уже проинвестировал около 120 миллионов рублей в различные социальные проекты Тампонского района. И эта работа будет продолжена, в том числе и по обучению и привлечению местных кадров в промышленность. Кроме того, за весь срок реализации этого проекта республика получит миллиардные налоговые отчисления, что также положительно скажется на повышении качества жизни якутян. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск, Тампонский район.
В период навигации этого года Ленское объединенное речное пароходство перевезло более 1,5 миллиона тонн грузов. На торжественном мероприятии, посвященном закрытию навигации этого года, гендиректор пароходства Сергей Ларионов сказал, что навигация прошла в этом году в сложнейших условиях. В частности, была ограниченная видимость из-за крупных лесных пожаров. Кроме того, отмечался низкий уровень воды на реках Амга, Вилю, Яна, Колыма и Индигирка. Также перевозки усложнялись в связи с ветроволновыми режимами на морских участках. Слава богу, она помогла, в общем-то, в итоге к концу навигации по году мы все-таки справились с этими задачами. У нас нигде мы не встали на случайный отстой. Это самое главное. Ну, а по объемам перевозки, конечно, у нас в этом году лучше, чем в прошлом году и позапрошлом году, так и по выручке лучше. Поэтому пароходство, в общем-то, уверенно идет вперед. Я думаю, что сейчас мы подытожим навигацию, подобьем, значит, как говорят, результат и начнем готовиться к следующей навигации. Сегодня, 12 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Как известно, пневмония – это воспаление легких, причиной которого является проникновение в организм вредоносных микроорганизмов. Это одно из самых тяжелых заболеваний дыхательных путей. Лечение становится с каждым годом все сложнее, поскольку у большинства микробов уже выработался со временем устойчивый иммунитет к современным антибиотикам. Пострадать от пневмонии может практически каждый, но чаще всего болеют дети и подростки. Впрочем, эту болезнь можно предупредить с помощью довольно простых мер, например, иммунизации и хорошего питания. Пневмония в рамках COVID-19 поражает легкие двусторонним в основном поражением идет, что уменьшает насыщение крови, периферической крови кислородом, и, конечно же, идет кислородное голодание других систем органов, тем самым объясняется его системность поражения. COVID-19 у нас идет волнообразным течением, сейчас у нас 4-я волна. Это объясняется тем, что вирус мутирует, был альфа, бета-штамм, сейчас у нас дельта-штамм идет, который более вирулентный, более заразен, меняется течение заболевания. Как мы увидели, что заболевание сложное, многообразное, как мы успели заметить, с неблагоприятным сценарием. За минувшие сутки на территории республики выявили 287 случаев коронавирусной инфекции, из них 143 заболевших в столице региона. Данные вы видите на своих экранах. По 15 новых случаев коронавируса выявили в Алданском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Хангаласском районах. В Нюрбинском районе за минувшие сутки зарегистрировали 13 новых случаев, в Нернгринском – 12, в Оленёкском – 9, в Вилюйском и Аймаконском районах выявили по 8 заболевших, но и в остальных районах от 1 до 7 заболевших за минувший день. Пандемия не помешает сбору с граждан имущественных налогов, транспортного налога, налога на имущество и землю за 2020 год. Напомним, последний срок уплаты по ним наступает ровно через 20 дней, 1 декабря 2021 года. Какие льготы и какие нововведения вступили в силу в этом году? В теме разбирался наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Сроки уплаты налогов за недвижимость, земельные участки и транспорт физических лиц традиционно наступает 1 декабря. В этом году уведомления были направлены уже в сентябре. Рассылка налоговых уведомлений для уплаты таких налогов производится уже с сентября этого года. Всего направлено 514 тысяч таких уведомлений. В этом году мы платим налоги за прошедший 2020 год. Срок уплаты налогов до 1 декабря этого года. Так, из 930 тысяч налогоплательщиков 684 произведены расчеты налогов на сумму более 1 миллиона рублей. Между тем, как сообщили сотрудники налоговой, из ряда нововведений в этом году число льготников выросло до 227 тысяч человек. Скажу, что с 2020 года у нас новые льготы появились. Например, для транспорта, которые перешли с бензина на газ, имеется льгота в размере 50%. Соответственно, таким водителям надо подать заявление в налоговую, чтобы воспользоваться этими льготами. Также у нас появилась льгота для многодетных. Они освобождены на одно транспортное средство. Ну, как мы все знаем, обычно транспорт на родителя отца, да, поэтому заявление нужно подавать отцу
родителю, чтобы воспользоваться данной льготой. А эта льгота освобождает 100% на один транспорт. Сотрудники налоговой инспекции просят граждан обращаться в налоговые службы удаленно, через официальный сайт инспекции или же через мобильное приложение «Налоги ФЛ». Но несмотря на это, сегодня горожане все же посещают налоговую инспекцию. Выплатить налоги теперь можно по QR-кодам и штрих-кодам, указанным в налоговых уведомлениях. В них зашифрованы все необходимые для этого реквизиты. Не обязательно ходить в инспекцию и отстаивать очередь. Сотрудники налоговой службы еще раз напоминают, что в связи с пандемией все операции и прием граждан осуществляется только удаленно. В случае улучшения эпидситуации, возможно, налоговая служба, расположенная на 202-м микрорайоне, начнет прием граждан очно уже со следующей недели с учетом всех эпидемиологических требований. Дмитрий Тымыров, Иван Яковлев, Павел Пахомов, Якутск. 6 ноября городу Нерюнгри исполнилось 46 лет, но, к сожалению, праздника не состоялось в связи с усилением ограничительных мер. Вернуться к вопросу празднования удалось спустя 6 дней. С чем на сегодняшний день встречает свой день рождения город Нерюнгри в нашем следующем материале. В 2021 году по программе переселения из ветхого и аварийного жилья 133 новосела получили новое комфортное жилье. Отремонтированы дороги. По программам «Комфортная городская среда» и поддержки местных инициатив были благоустроены общественные дворовые территории и внутриквартальные проезды. Уже запускается новая программа по благоустройству города «Тысячи дворов». К слову, хочу сказать, что буквально в ближайшее время будет подписан указ главы республики Николая Вайсена Сергеевича по социально-экономическому развитию города Нерюнгри, Нерюнгринского района, где в том числе в этом указе будут затронуты аспекты формирования комфортной городской среды и ремонта дорожно-уличной сети. Сегодня состоялось торжественное собрание, посвященное Дню города и Нерюнгринского района. На мероприятии почетными знаками, грамотами, благодарностями и благодарственными письмами были награждены более 30 нерюнгринцев. В концерте приняли участие творческие коллективы «Северяночка», «Тандем», «Экзотика», «Ладушки», «Апельсин» и детская музыкальная хоровая школа «Соловушка». Присутствующим были представлены видеоролик о социально-экономическом развитии района и ранее отснятое музыкальное видео поздравления с участием глав города и района на песню «Мой город Нерюнгри». Торжественное собрание, посвященное Дню города, является традиционным ежегодным мероприятием, поэтому подготовка к нему велась заблаговременно. В связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями мы были вынуждены его перенести на более поздний срок. Но благодаря нашей профессиональной слаженной команде в кратчайшие сроки мероприятие было вновь воссоздано и представлено зрителю. 46 лет – это небольшой возраст для города, но за это время силами первостроителей, людей, однажды приехавших в глухую тайгу и внесших свой посильный вклад в строительство и развитие города и района, Нерюнгри по праву назван столицей Южной Якутии. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Выставку, посвященную 300-летию прокуратуры России, открыли в Государственном музее имени Ярославского в Якутске. В экспозиции собраны уникальные документы, датируемые XVIII веком, подлинники, подписанные еще императором Петром I. Посетители смогут увидеть, как менялась форма блюстителей закона, узнают много интересного из истории становления органов прокуратуры. Экспозиция будет работать 3 месяца до конца января следующего года. Посетить ее можно, соблюдая все эпидтребования. При себе необходимо иметь сертификат о вакцинации или переболевшего, ну и средства индивидуальной защиты. В экспозиции представлены исторические стенды, посвященные прокурорам Якутии, и биографические данные. Конечно же, будут интересны архивные документы, книги, награды, боевое оружие, а также личные вещи прокурорских работников, ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, Национальным архивом для экспозиции подготовлена слайд-презентация на основе архивных документов, которые посетители выставки могут посмотреть через видеопроектор. Ну и, конечно же, главным экспонатом экспозиции является зерцало XVIII века, на котором с двух сторон изображены указы Петра I. Эта выставка, она как раз будет освещать историю, всю историю прокуратуры за 300 лет в Российской Федерации и нашу региональную историю.
Здесь выставлено примерно около 100 предметов основного фонда из предметов нашей коллекции. А также здесь есть интересные документы из фондов Национального архива, литература из Национальной библиотеки. Сегодня, 12 ноября, в республике стартовал фестиваль науки под названием «Наука 0+,» который пройдет в формате онлайн. В этом году будет рассмотрено более 230 самых различных тем, от генетики до освоения космоса. Подробнее наш корреспондент Надежда Саханская. «Наука 0+» – всероссийский фестиваль науки, ежегодно проводимый с 2013 года. Главная цель фестиваля – популяризация науки среди аудитории всех возрастов, о чем в частности говорит его слоган «Наука 0+, наука для всех». В научном фестивале нет, там не то, что самый интересный момент, а, наверное, его самая главная цель – это вовлечение молодежи в науку, чтобы наука стала массовой и, наверное, в Якутии выросло то поколение, которое будет двигать науку в будущем в республике. Молодое поколение активно принимает участие в фестивале. Мероприятие проводится в Якутии уже в 9-й раз, и главным оператором выступает Северо-Восточный федеральный университет, в котором 2021 год объявлен годом молодого исследователя. В нашем университете 2021 год объявлен годом молодого исследователя. Это говорит о том, что наш университет уделяет огромное внимание подготовке молодых исследователей, подготовке научных кадров высшей квалификации. И здесь, безусловно, важно, чтобы школьники со школьной скамьи понимали важность и необходимость научных исследований. Рассказать в доступной и интересной форме о последних достижениях науки, а также познакомить с прорывными исследованиями во многих областях – вот задача фестиваля. Принять участие в мероприятии в качестве слушателя может каждый. Науке все возрасты покорны. Именно поэтому фестиваль «Наука 0+» не имеет возрастных ограничений. К слову, он продлится 3 дня в дистанционном формате, куда может подключиться любой желающий. Здесь каждый найдет себе пищу для ума и темы для вдохновения. Надежда Саханская, Георгий Григорьев, Якутск. В Якутске открыли сквер имени заслуженного экономиста России, первого кавалера ордена «Полярная звезда» Владимира Павлова. Он внес неоценимый вклад в развитие экономической и духовной жизни Якутии. Его трудовая биография неразрывно связана с успехами Якутии в области народного просвещения, масштабными показателями в производстве, сельском хозяйстве, экономике и социальной сфере. Владимир Павлов работал учителем и директором Вилючанской средней школы Сунтарского района. Впоследствии работал министром просвещения Якутской ССР. Владимир Гаврилович выстраивал свою работу с позиции любви к родине, к любви к народу. И, наверное, на последнее отводил только свои личные мотивы. Преодолевая трудности, он создавал лучшие условия для жизни якутян. В Москве стартовала предзащита туристических проектов всероссийского конкурса под названием «Открой свою Россию». Якутию представляют 3 проекта. Это туры на Ленские столбы, Верхоянск и Полюс холода. На дебат-ринге финалистов побывала наш корреспондент Яра Константин. Финал конкурса «Открой свою Россию» впервые проходит в формате дебат-ринга. В жарком поединке принимают участие более 60 авторских туров из 8 федеральных округов. В 4 лидеров конкурса – Дагестан, Бурятия, Якутия и Иркутская область. Конкурс проводится в этом году первый раз такой, и его задача выявить новые концептуальные туристические маршруты, турпродукты, которые дарят новые незабываемые ощущения туристам и, соответственно, популяризировать отдых внутри России, популяризировать внутренний туризм. И победителями будут признаны 30 лучших туристических маршрутов концептуальных, по мнению экспертной группы, по мнению конкурсной комиссии, и они будут объявлены уже 25 ноября. В финал попали самые эмоциональные, продуманные и аутентичные проекты. На конкурс поступило 192 заявки, и лишь 33 финалиста прошли обучение в акселерационной программе, за время которой эксперты выезжали в регионы и давали рекомендации по доработке туров. Совершенно случайно увидел то, что будет такая программа, и подал заявку, и, к удивлению, попал в группу 30 финалистов
Таких акселераторов должно быть больше. Я думаю, что в ближайшее время мы предложим еще одну интересную идею для акселератора, связанную уже с гастротуризмом. Мы обсуждали масштабнейший фестиваль, который пройдет в середине декабря в городе Москва, хедлайнером которого будет выступать Якутия. Будем объединять арктические регионы мира за одним столом, в буквальном смысле, обмениваясь лучшими практиками по развитию гастрономического туризма и, конечно, национальной арктической кухни. Организаторы проекта «Открой свою Россию» запустили народное голосование. До 14 ноября на сайте горизонт.ми у жителей республики есть возможность поддержать финалистов из Якутии. Я вообще очень люблю путешествовать, и посетить все уголки России – это такой маленький план, большой план на мою жизнь. Я думаю, Якутия – это первая точка, куда бы хотелось, особенно после вашей интересной презентации. До конца этой недели идет голосование на сайте конкурса «Открой свою Россию» за Горизонт.ми, где можно зайти, выбрать на карте маршрутов наш маршрут. Он называется «Открой неизведанную Якутию», нажать кнопочку лайка и проголосовать за нас. Пожалуйста, голосуйте до конца этой недели. Туяра Константинова, Джордж Березкин, Москва. В Якутской балетной школе имени Аксении и Натальи Посельских состоялось чествование победителей международных конкурсов студентов второго курса Алисии Пак и Ивана Одинцова. Главной наградой для этих молодых и талантливых ребят стало присуждение им звания «Отличник культуры Республики Саха-Якутия». Получение столь высокого звания в юном возрасте – это беспрецедентный случай в истории якутского балета, которому предшествовал многолетний упорный труд юных артистов. В закулисье якутского балета, где зажигаются звезды, заглянула наш корреспондент Ульяна Шагин. На хрупких плечах этой юной балерины двойной груз ответственности. Она продолжатель балетной династии семьи Посельских уже в третьем поколении. Внучка знаменитого худрука Натальи Посельских, благодаря которой на северо-востоке России появилась первая и самая северная профессиональная балетная школа. На мне лежит большая ответственность как династия. Ее нужно продолжать. Но не то чтобы я не хочу, я очень хочу дальше продолжать это. Поэтому в будущем, думаю, в какой-нибудь театр, если возьмут, конечно. А так с детства, да, получается? Получается, с детства, да. У нас студия была детская. Ну, туда вот меня бабушка с 3 лет отправила. Когда бабушки не стало, Алисия твердо решила продолжить свои занятия и обязательно достичь творческих высот. Ей еще нет и 18, и уже многое у нее получилось. Список ее регалий невероятно обширен. Это яркие победы в престижных конкурсах не только в стране, но и в мире. И за этими победами, конечно же, стоит огромный труд. В первую очередь при поддержке самых близких людей. Мои родители тоже моя главная поддержка. Они всегда поддерживают, очень глубоко радуются моим достижениям, ну и помогают мне дальше идти к своей цели. Ну, это очень красивое, самое высокое искусство, но тем не менее требует особо физических, моральных, очень много требований, сил. Примером для многих является и Иван Одинцов. Совсем недавно он вернулся с невероятными успехами с Уфимского международного хореографического фестиваля. Для юного и очень талантливого студента это только начало его творческого пути. И оно будет связано только с балетом. Да, только с балетом. Что будешь? Какие планы есть? Ну вот сейчас закончу школу, потом хочу попробовать себя за границей, и там уже прославлять якутскую балетную школу и, самое главное, якутский балет. Бабушка Ивана всегда рядом с внуком в зрительном зале, старается не пропускать его выступления. Именно она привела еще совсем маленького Ванюшу в школу балета, заметив в талантливом внуке тягу хореографии. Ваня маленький был, с ленточками все танцевал. Ну, заметили, что ребенок любит танцевать. В 2013 году я сама лично его сюда привела. И вот Ваня у нас тут танцует, ему нравится. Тут такой прекрасный коллектив. Вообще, столько вот и Ване тоже столько достижений уже. В 9 лет талантливый ученик якутской балетной школы уже вышел на сцену в «Щелкунчике». Сегодня же главная его мечта – станцевать партию Альберта в «Жизели». Такими планами живут юные артисты балета, у которых творческий век совсем недолог. Зато каким он может быть ярким, если вложить в балет всю силу и душу. Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск.
Первый конкурс среди коллекционеров прошел в Якутске. 21 конкурсант представил на суд жюри главный в прошлом символ застолья и чаепития – самовар. Они были на любой вкус, и большие, и маленькие, и старинные, уже обновленные версии. Украшают их росписями, традиционными русскими узорами. Из-за пандемии конкурс пришлось переносить несколько раз, и вот в октябре все-таки запустили народное состязание. В течение целого месяца оценивали работы и выбрали 3 победителей. Им вручили ценные подарки. В будущем этот конкурс хотят сделать ежегодным. Ну, это для нас первое мероприятие. Было всего 21 участник. Мы, конечно, ожидали большее количество людей, но учитывая то, что произошло сейчас у нас в стране в целом, мы этому количеству рады. Я думаю, что в будущем у нас будут еще участников побольше. Мы сами являемся коллекционерами частными, и поэтому с этого и все и началось, что мы решили сделать праздник для коллекционеров. Все были очень хорошие конкурсанты, очень много было интересных коллекций. Ну, этот конкурс у нас будет на регулярной основе ежегодно, то есть потихонечку народ подтянется, потому что пойдет, скажем так, слухи среди коллекционеров, что такой конкурс есть, и люди просто будут уже подтягиваться к этому конкурсу. Есть много людей, которые узнали об этом поздно и очень сожалели, что не смогли принять участие. В следующем году надеемся провести в теплое время, чтобы можно было встретиться на природе. Таковы итоги дня сегодня. Смотрите канал Якутия-24. Всегда будьте в курсе.